Сыктывкарская Венеция не иначе. В поселке Трехозерка люди передвигаются на лодках, дома подтоплены, внутри воды по колено. И такая история повторяется из года в год. А когда-то этот поселок, вот в 41 году он образовался, сюда переселяли ссыльных, сюда с коми деревень завербованных приезжали, потому что им надо было заработать деньги. У нас работал котлопункт, и им давали еду. Целыми семьями с коми деревень. Тут и Дочские, и Визябожские, и Ломские. Вот военнопленный Борис Бедный у нас тут был, после войны он в плен попадал, который написал фильм «Девчата». Вот все они здесь были. Тут не просто какие-то приехали, природа красивая, поселились. Здесь нет таких людей. Сюда всех заселили насильно. И так насильственно мы и живем. Владимир Уйба заходит едва ли не в каждый дом и лично общается с жителями. Сильно ли пострадало хозяйство, какая помощь нужна? На сегодня уровень воды в реке 629 сантиметров и, возможно, будет еще прибывать. Сыктывкарские спасатели ежедневно патрулируют заречные поселки, информируют об угрозе подтопления, пострадавшим жителям оказывают помощь в сохранении имущества. На случай эвакуации развернуты пункты временного размещения. В подтопляемых поселках создан запас топлива и продуктов. На сегодня на территории 8 муниципальных образований Коми в зоне подтопления оказалось 158 домов и почти 500 придомовых территорий. Отселены более 100 человек. Первыми последствия удара водной стихии почувствовали южные районы республики. Сейчас подтапливает центральную часть и некоторые северные территории. Люди строят дамбы. Причем это же люди просто, им спасатели, безусловно, помогают. Но в основном это просто жители вот этих поселков, деревень. Там понятно, что подвозим песок, подвозим мешки, но все равно это круглосуточное дежурство, потому что только уйдешь, вода поднялась, перелила эту дамбу, и все, и дома затоплены. Поэтому огромное вам спасибо и всем службам, и просто жителям, которые отстаивают свои дома, свои села, деревни. По словам Владимира Уйба, ситуацию с половодьем он держит на личном контроле с утра и до вечера. Это касается всех районов республики. Ранее он побывал в Прилузии, затем посетил Ухту. Пострадавшим окажут посильную помощь. По каждому дому и по каждой семье главы сельских поселений составляют списки. Кому что отремонтировать, кому помочь деньгами, стройматериалами, красками, обоями. Как заверил ИО главы Коми, помогать будем. Евгений Стокас, Алексей Корчма, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.